вопросов, касающихся так или иначе деятельности государственной миграционной службы. Ну, во-первых, и в первом, и во втором, и в окончательном чтении мы в прошлом году приняли, когда позволили нашей миграционной службе стать на границе. Должен сказать, кстати, хотел бы отметить, уважаемые коллеги, что это очень позитивно сыграло вообще на самом процессе работы миграционной службы и очень серьезно увеличило количество взысканий по отношению к мигрантам, которые находятся в Абхазии с нарушением каких-либо законов наших. Ну, прежде всего касается, конечно, их нахождения здесь, работы. Вот. Это позволило увеличить очень серьезно суммы, которые были получены государством в виде штрафов. Да, там в разы буквально увеличилось. И привело, кстати, к тому, что мигранты, которые очень часто раньше находились на территории Абхазии и не подготавливали всех необходимых, касающихся правового статуса документов, при выезде они уже не могли уехать незамеченными, и, естественно, все привело к тому, что работать начали, не работать, а регистрироваться начали гораздо лучше. Да. Но помимо с тем проекта мы также в первом чтении приняли второй проект, как нам разъяснял руководитель и зам руководителя на тот момент миграционной службы. Дело в том, что очень часто там бывала такая ситуация, когда если мигрант покидает территорию республики Абхазия, если он не имел необходимых документов, соответственно, по кодексу о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, дело рассматривалось всегда в суде. И поэтому получалось, что так, что даже если человек хочет покинуть территорию Абхазии, получается, наша миграционная служба не могла его оштрафовать, они должны были его вернуть на территорию Абхазии, осудить и только потом уже отпустить. А это, во-первых, время, это, во-вторых, еще получается, что нагромождение дел в наших судах. Да. И в первом чтении мы тогда приняли проект закона, вышеупомянутый, который предоставлял им возможность по определенным статьям, касающимся режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности, миграционной службе штрафовать этих людей. Но там ситуация такая получилась, были спорные вопросы относительно того, что по этим статьям указанным, это получается 172 прим. 4, 172 прим. 6, получалось, что и вопросы, не только вопросы штрафов, но еще и вопросы выдворения получалось, что должна была решать миграционная служба. И время затянулось. Сейчас, когда новый глава миграционной службы приступил к своим обязанностям, он также обратился с просьбой поработать в дальнейшем над этим проектом. Мы поработали с участием администрации президента, с участием, опять же, миграционной службы. Дело в том, что внесли поправки, тут у нас две поправки, но по сути это одна поправка, просто